Я мать 4 детей, у меня 3 сына, дочка. Старший сын у меня в 2023 году погиб на СВО. Он ушел в ЧВК «Вагнер», поставил меня перед фактом, сказал: еду, все. Может быть, я вернусь героем, он мне так сказал. Ну, я, конечно, его поддержала, было очень трудно это решение такое. И потом, через некоторое время, мой средний сын, он живет в Казани, у него семья, тоже принял такое же решение. И сказал мне уже, когда уже все подписал, контракт подписал, все. Ну, естественно, заднего хода нету, и я ему не могу сказать ничего против, чтобы, ну, как бы не закрывать уже человеку дорогу, или как это будет называться, да, чтобы, ну, чтобы пришел он жив, здоров, только об этом мы молимся каждый день. Вот. И в этот же момент у меня забирают младшего сына в армию. Он закончил речное училище и пошел в армию. Муж, конечно, был против. Просто для него это шок был, потому что вот старшие сыновья у нас, да, на СВО, и младшего как бы не хотел его от себя отпускать. Но я сказала, если его призывают в армию, то надо идти. Пусть выполняет свой долг. Вот, он у нас самый маленький, вот, мальчик. Но мы очень сильно поддерживаем своих детей. Я недавно ездила к своему сыну младшему на присягу. Средний сын дает о себе знать тоже. Иногда общаемся. Я индивидуальный предприниматель сейчас, у меня свой бизнес. Как ушла на пенсию, решила работать на себя только. Вот. И всегда поддерживала своих детей. Училась я. В 1984 году я закончила колледж имени Фадеева в Якутске и уехала в Амгинский улус, вышла замуж, родила детей. Потом в 2009 году мы переехали с семьей в Якутск. Вот сейчас средний сын защищает нашу родину. Если не секрет, на каком он направлении и что он вам рассказывает? Он на харьковском направлении, но танкист. Но он ничего не рассказывает и, конечно, бы не одобрил, если бы я что-то стала тоже рассказывать. Я состою в Союзе семей матерей погибших воинов, да. Попала я туда нечаянно просто. Ну, мы очень часто посещаем сына на Маганском кладбище, и там ко мне подошла женщина, Жанна Валентиновна, тогда я ее не знала. Она подошла и поговорила со мной, спросила, что случилось, ну, естественно, да. Познакомились, она мне предложила войти вот в группу, где вот находятся все родители, потерявшие своих детей, чтобы мы могли друг друга поддержать. И также Жанна Валентиновна является психологом нашим. Вот. И вообще Союз меня очень сильно поддержал. И советами, и психологической поддержкой. Вот. И понимаете, вот мы, родители, потерявшие детей, все равно вот в обществе, мне кажется, вот, ну, все равно не расскажешь вот всем и каждому вот так вот, да, не поделишься, вот, не выговоришь душу. Может быть, даже некоторым это как-то, может быть, и неприятно буду так говорить прямо, да. У меня даже было как-то так выражение, когда мне женщина одна сказала: почему ты так часто о нем говоришь? И, о сыне, о погибшем, мне так это было трудно. И я понимаю, что это другая жизнь, другие люди. И вот женщины, с которыми я потом, мы сошлись в своем союзе, в группе, мы вот люди, которые понимаем друг друга, можем собраться и говорить одно и то же, вот хотя бы даже, да, но это нам близко. Мы понимаем друга, поддерживаем всегда. И испытываем очень большое облегчение, когда мы общаемся друг с другом. Конечно, память моего сына, она со мной каждый день. Я очень жалею, что не молилась при жизни его. Это очень, оказывается, поддерживает наших детей, именно молитвы. И сейчас вот за сыновей своих мы каждый день молимся. Есть ли какая-то, может быть, общественная деятельность в такие периоды? Обычно это многих привлекает. Как желание помочь ребятам?
Да, конечно. Я состою вот в Союзе матерей, и мы стараемся поддержать людям, попавшим в трудную ситуацию. Вот, и с Галиной Михайловной, вот как раз она сейчас, мы тоже вот состоим в одном союзе. И ведется работа. Ну, я об этом сильно не говорю. Вот. Также я сама тоже работаю с людьми. У меня у самой бизнес с людьми. Вот я постоянно нахожусь в окружении большого количества людей. И также стараюсь спортом заниматься. Вот. Ну, чтобы не находиться вот в каком-то вакууме. Ну, всегда в движении нахожусь. Мы как раз вот следующий вопрос мой предугадали, да? Вы очень сильная женщина. На самом деле, когда фактически 3 ребенка связаны с армией, тем более в наши времена, это довольно-таки это очень сложно, да? Есть ли вот именно ваши какие-то советы, которые женщинам, да, которые примерно в такой же ситуации, которые растеряны, не знают, они переживают? Дайте какие-нибудь советы, пожалуйста. Ну, здесь все чисто индивидуально. Но я хочу сказать, чтобы никто не замыкался, не сидели в доме, чтобы выходили из дома, нашли себе какое-то применение, раскрылись где-то в другой сфере, может быть, в незнакомой даже. Вот. Нужно идти вперед. И вот мои сыновья, да, ну, когда вот мы сказали вот такие вот новости, или там вот, допустим, моего младшего сына забрали в армию, я ничего не имею, вот не говорю никогда против. Вот. Мне кажется, даже и детям в этот момент легче становится, когда их именно нужно поддержать. Вот. Ну, а мамам нужно всегда быть на позитиве, не показывать грусть какую-то, горечь вот это. Всегда сказать: у меня все хорошо, у меня всегда хорошо, когда вам хорошо. Все. Такое обоюдное такое. Расскажите, пожалуйста, о своих сыновьях. Где они учились, что они делали, их вообще характеристики? Я хотела бы рассказать про своего старшего сына. Он мой первенец. И когда его родила, я наглядеться на него не могла. Мне было тогда 19 лет. И вот прямо вот мне казалось, он лучше и красивее всех. Такой вот мне прямо он был, достался, да. И потом, вот он, когда подрастал, именно таким близким мне оказался человеком. Может, потому что мы с ним долго вместе жили, я одна его растила. И когда ему исполнилось 8 лет, у меня родилась дочь. И он вот всю работу, помощь взял на себя, взвалил. Нам очень трудно приходилось, потому что тогда и работы у меня не было. И приходилось подрабатывать, и, например, да, и он прямо вот маленький такой ребенок, вот второклассник, можно сказать, да, смотрел в 6-месячного моего ребенка. Сестренку свою, я уходила на работу, он с ней оставался. И потом тоже, когда уже в средних классах, допустим, я на огороде работала, он прибегал после школы ко мне, вот, например, или вот обязательно помогал мне. Такую трудную работу, оказывается, он вел. Вот сейчас я вот представляю, как вот у меня внуки растут, например, да, не заставить посуду помыть, а вот он добровольно приходил и работал, помогал мне на работе. Еще вот такой случай был, когда он занимался лыжами, лыжник был очень хороший, и у него был очень хороший автомат такой пневматический. И когда его тренер повез в город, он, оказывается, продал этот автомат свой и купил шубку своей сестренке. У меня не было денег купить ей зимние вещи. Представляете, он школьник и привозит такую шубу, ну, маленькую такую искусственную. Я так удивилась тогда. И вот у него вот такие вот поступки, вот, такие молчаливые, может быть, да, и такие добрые. Он до того был открытый мальчик и очень любил технику. Ну, золотые руки, это, да, но очень любил технику. Вот, и узнал, как свои 5 пальцев. С самого детства он на мотоциклах ездил, потом у него машины были подержанные, естественно, такие вот, да, и очень хорошо ремонтировал, знал вот любую деталь, все мог делать. До того он был у меня прекрасный сын. И вот, жизнь сложилась так, вот, что он попал в места заключения. Ну и оттуда ребята вот мне вот писали, и
И потом вот я встречалась, и они всегда вот о нем очень хорошего, такое вот у него осталось впечатление о нем. И всегда у него этот настроение хорошее всегда было. Он такой на позитиве тоже мальчик, весь меня, скажем так. И вот даже вот рыбу нам отправляли ребята с севера, когда сын ушел на СВО. И командир его вот вернулся, встречалась я с ним, он сказал: для меня Вова, он герой. Его командир, он так сказал.